Президент России Владимир Путин поручил до 30 октября утвердить государственную программу по развитию физкультуры и спорта в России, направленную на достижение национальных целей на период до 2030 года и на перспективу до 2036. Перечень поручений по итогам расширенного заседания Совета при Президенте по стратегическому развитию национальным проектам и Комиссии Госсовета по направлениям социально-экономического развития России опубликован на сайте Кремля. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов России. Депутаты Госдумы планируют внести проект, устанавливающий понятие депремирования для остановки безосновательного уменьшения размера премии добросовестным сотрудникам. Авторами отмечается, что на сегодняшний день в законодательстве отсутствует регулирование в части лишения стимулирующих выплат работника, что влечет за собой возможность безосновательного уменьшения размера премии добросовестным сотрудникам, исправно исполняющим свои обязанности. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2024 году на дорогах Ингушетии установлено 6 светофоров. Новые светофорные объекты появились на автодороге Назрань, Малгобек, Нижний Курб, Терек и на улице Гербек-Хаджи в Назране. В том числе используются современные модели Т7 со светодиодным модулем, работающим на солнечных батареях. В мемориальном комплексе жертвам репрессий открылась фотодокументальная выставка «Соғал ғавы», посвященная 95-летию со дня рождения выдающегося ингушского поэта Магомеда Саида Плиева. Посетители выставки смогут познакомиться с жизнью и творчеством поэта и увидеть редкие фотографии, издания его произведений и публикации в периодических изданиях. С 1 января 2025 года прожиточный минимум в Ингушетии будет увеличен на 13%. Об этом сообщил глава региона Махмуд Али Калиматов в своем телеграм-канале. В следующем году прожиточный минимум на душу населения составит 16 669 рублей. Для трудоспособного населения 18 169 рублей, для пенсионеров 14 335, для детей 16 169 рублей. В селе Троицкое строят новый водопровод. На улице Хидирова идет прокладка 800 метров труб. Специалисты уже провели раскопку и приступили к укладке трубопровода. Работы планируется завершить в кратчайшие сроки, чтобы обеспечить жителей чистой питьевой водой. Руководство села уже готовит новые проекты по благоустройству территории. Молодежный туристско-образовательный палаточный лагерь «Бейни-2024» пройдет с 11 по 24 августа в Ингушетии, сообщил глава региона Махмуд Али Калиматов. Он отметил, что проект реализуется по программе «Регион» для молодых национального проекта образования. Он объединит более 300 студентов, блогеров, волонтеров и будущих профессионалов туризма. В программе 3 насыщенные смены с практическими занятиями, мастер-классами, походами к древним памятникам и восхождением на Столовую гору. В Госдуме предложили запретить продажу подвалов в жилых помещениях. Как отметил председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, в последнее время в нашей стране наметилась тревожная тенденция – массовая продажа подвальных помещений в жилых домах. Гаврилов подчеркнул, что жильцы дома зачастую узнают о продаже подвала постфактум, когда сделка уже совершена и повлиять на ситуацию практически невозможно. Он напомнил, что по закону подвал является общедомовым имуществом, и его продажа должна осуществляться только с согласия собственников квартир.